Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Здравствуйте, дорогие зрители! Вас приветствует секретариат ООН по климату. Меня зовут Денис Попов, и мы находимся в Глазго, где проходит 26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Сегодня гостем нашей студии является Идиль Жолдубаевич Байсалов, заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики. Добро пожаловать. Спасибо. Мы хотели бы вкратце поговорить о том, какие итоги конференции ваша делегация вынесла для себя и о том, как изменение климата затрагивает вашу страну. Как известно, изменение климата нагревает Землю беспрецедентными темпами уже сегодня, и по прогнозам ученых в дальнейшем, в будущем, эти влияния только усилятся. В Кыргызской республике повышение температуры приводит к более частым и интенсивным экстремальным явлениям, таким как непредсказуемая погода и все большее число стихийных бедствий. По данным ученых, для Кыргызстана последние 20 лет стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. Ваш президент, выступая сегодня на конференции сторон, заявил, что Кыргызстан стремится достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, как ваша страна намерена достичь этой цели и какая помощь международного сообщества может быть полезной в этом деле? Спасибо большое. Сам факт участия нашей делегации во главе с президентом Садыром Нуркожоевичем Джапаровым в конференции сторон по изменению климата уже говорит о том, что наша страна придает самое высокое значение. Мы действительно оцениваем как самую большую угрозу всему человечеству, тому образу жизни, к который мы привыкли, и, конечно, будущему наших детей. Кыргызстан, представлен на этой конференции, конечно, которая будет продолжаться до 12 ноября. Об итогах говорить пока еще рано, но первые 2 дня состоялся саммит мировых лидеров, и наша страна была единственной в Центральной Азии, представленной главой государства. Мы, как вы уже сказали, президент Джапаров в своем выступлении представил наши цели, мы считаем они амбициозными, но в то же самое время нам хотелось бы подчеркнуть, что Кыргызстан по оценкам многих мировых рейтингов уже по сравнению с 1990 годом, по некоторым оценкам, сократил выбросы углекислого газа до 60, даже 70%, потому что в 1990 году Кыргызстан, как советская Киргизия, конечно, обладала большой индустриальной базой. И с тех пор мы действительно очень много чего сократили. Мы и дальше берем на себя высокие обязательства. В то же время хотелось бы подчеркнуть, что эти обязательства не должны приводить к ухудшению экономических условий для развития нашей страны, для развития нашей экономики, создания рабочих мест. Тем не менее, конечно, мы очень рассчитываем на международные, современные технологии, которые помогут нам, в том числе, обогревать дома или приготовление пищи, все гораздо более экономичными, вещами. И топливо, конечно, те же самые электрические автомобили. Но Кыргызстан, вы должны понимать, это самое отдаленное от всех морей государства мира. Мы находимся в самом центре Евразийского континента. Мы высокогорная страна, мы находимся, обладаем большим гидроресурсом. Наши ледники тают, как вы сказали, они тают не только от повышения температуры, но также, конечно, безответственного отношения к ней самими людьми и некоторыми международными транснациональными корпорациями, которые, к сожалению, не совсем ответственно за прошлые годы, за первые 30 лет нашей независимости относились к нашей природе. Наше правительство сейчас берет в свои руки эту цель развития нашей экономики, укрепления устойчивого развития нашей экономики, всей нашей страны, подготовки нашего народа, населения, молодежи к жизни в 21 веке, в том числе в условиях
значит, изменяющегося климата. То есть мы говорим о адаптации нашей экономики, адаптации нашей жизни, снижении какого-то вредного выброса, вредных каких-то других влияний вот этих изменяющегося климата. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, наше государство, как ответственный член мирового сообщества, будет делать все возможное в своих руках вместе со всеми остальными правительствами во имя будущего нашего человечества и во имя будущего, значит, будущих поколений, будущего нашего народа. Действительно, как вы сказали, несмотря на те значительные национальные усилия, которые предпринимаются, международная повестка дня и международное сотрудничество очень важно для преодоления такой глобальной проблемы, как изменение климата, которая влияет на все страны, все регионы мира. Поделитесь, пожалуйста, как вы считаете, проекты по линии ООН, которые проводятся в вашей стране, которые способствуют устойчивому развитию и борьбой с изменением климата, как они проходят, что можно сделать лучше? Да. Мы высоко оцениваем сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, с институтами ООН. Вы знаете, программа развития ООН, значит, оказывает на протяжении уже многих лет большую поддержку, значит, нашему государству в решении многих проблем, в том числе последние годы, конечно, вот по изменению климата, в подготовке тех же наших национального плана, национальных обязательств. Только что сегодня утром президент Джапаров встретился с руководством Глобального климатического фонда, и есть очень множество, значит, областей сотрудничества с международным сообществом, в том числе ООН, по адаптации нашего населения, по изменению нашей культуры, того же домохозяйства, отопления наших домов, использования новых технологий. Вот, и, конечно же, большие проекты и малые проекты. Например, мы сейчас запускаем программу строительства малых гидроэлектростанций. У нас есть большой нереализованный потенциал строительства больших электростанций, и наше правительство будет работать с международными инвесторами по привлечению большого капитала в строительство больших, значит, плотин. Но и также очень множество. У нас уже в ближайший год мы должны запустить 20 малых гидроэлектростанций. Конечно же, мы, как государство, находящееся, значит, в том зоне, где количество солнечных дней может достигать выше там, 300 и 320 дней из всего года, конечно, мы должны строить большие солнечные станции, большие ветряные тоже фермы. Мы, то есть, будем осваивать все возможные виды новой энергетики, чистой энергетики, будем развивать зеленую экономику. В этом наша страна рассчитывает прежде всего на свои силы, на привлечение новых технологий, но на инвестиции, в рамках, в том числе и государственно-частного партнерства. Но в то же самое время, конечно же, мы будем рассчитывать на то, что те государства, которые на протяжении последних 300 лет, значит, усиленно коптили небо, они все-таки не будут избегать ответственности за последствия своих, значит, действий, своего развития. И, конечно же, эти проблемы решать за счет бедных стран, за счет развивающихся стран, что якобы мы сейчас должны превратиться в заповедники и должны, значит, отказаться от права на развитие для того, чтобы спасти человечество, не приходится. Поэтому мы, конечно же, обращаемся, значит, к международному сообществу с тем, чтобы они адекватно и честно, справедливо компенсировали, значит, усилия нашего правительства и стоимость адаптации жизни нашего народа к изменяющемуся климате. Господин Байсалов, это действительно общие усилия, которые должны совершаться всеми странами. И как упоминал на открытии церемонии высокого уровня генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, действительно развивающиеся страны должны получать поддержку, а развитые страны должны быть лидером в этом процессе, в том числе и в финансовом плане. Я желаю удачи вам и всем участникам переговоров. Благодарю вас за ваше время. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.